Здравствуйте, мой кабинет открыт? Да, открыт. Ага, спасибо. Деловой. Вичи, привет, как дела? Все хорошо. Ну, все по плану? Да, все по плану. Ателье работает? Работает. Олжан, все готово? Ну и наша королева саунда Бао Махсатовна. Это ее вотчина. Я тут, можно сказать, продолжение стола. Просто сижу и делаю вид, что я как-то в чем-то разбираюсь. Сейчас что пишем? Самға. Да. Давай попробуем, Диана, зайди, давай попробуем октавы сюда на припев. Нижние. Кешью. жыл 10 сәуір қазақ эстрадасында жаңа трио пайда болды. Бұл кешу тобы еді. Шоу-бизнес жаңа тыныс іздеген сәтте сахнаға 3 жас қыз Әнел, Зумрат, Мөлдір шықты. Жаңа стиль, жаңа энергия. Бірақ бұл жай ғана топ емес еді. Яғни нақты жүйемен құрылған продюсерлік эксперимент болатын. Да, это была авантюра. Это была игра, на самом деле, для меня. Это игра, которая продолжается уже 20 лет. Тогда никто не думал о том, что эта группа проживет вообще 20 лет. Бао Махсатовна, всем известная, на тот момент преподавала эстрадный вокал очень многим. И нынешним звездам, и будущим звездам, и прошлым звездам. И вообще преподавала эстрадный вокал. И она тогда уже занималась музыкальным продюсированием. Я, честно, не вдавалась в подробности. Но она выбирала песни, записывала эти песни, выдавались эти песни. Потом они, кстати, очень многие становились хитами. Она продюсировала очень многих тогда на тот момент артистов. Что движет человеком в таком возрасте? Голод. Голод в творчестве, недостаток средств в жизни. Все это срабатывает на движение вперед. И она мне как-то однажды вот так пролетом сказала: Баян, у меня есть 3 девочки, стань моим продюсером. Для меня это было вообще смешное слово. Какой продюсер? Что такое продюсер вообще? Я шикарно работала на своем телевидении, я обожаю телевидение. Я была, наверное, на тот момент самая известная телеведущая с самой высокой зарплатой, и я думала, что, наверное, на этом, мир заканчивается, потому что настолько было комфортно. И мне очень нравились вот эти прямые эфиры, я приходила на работу, и ни о каком продюсировании, да вообще до этого слова вообще не было в моем рационе даже, да, питания разговорного. То есть для меня профессия продюсера – это был какой-то администратор чего-то, да. Я сказала: «Хой, шайн лайн», и забыла. И тут второй звоночек: Баян, слушай, классные девчонки, посмотри, классные, шикарные девчонки, высокие, красивые, все классно поют. Станем продюсером, у тебя получится, вот ключевое слово. Точно так же я ей ответила. Я говорю: Баголя, давай закроем эту тему и вообще не смеши меня. Так проходит еще какое-то время. Потом я прихожу к ней на работу попить чая. Она работала в Казах-концерте, она работала на 4-м этаже, ужасные неудобные лестницы там. Мы спускаемся в итальянский ресторан и очень много выпили. Там чая, кофе, всего подряд. Сидим, болтаем. И тут, соответственно, очень сильно захотелось в туалет, причем и ей, и мне. Садимся, значит, куда надо, там 2 кабинки, вот раз кабинка, и там ничего нет, тут воздух. И она под шум, значит, водички, она мне говорит: Баянка, слушай, мне надоело уже тебе говорить, я тебе говорю, у тебя получится. Я вот так, значит, в этом положении, возьми девчонок. Я говорю: слушай, как ты меня задолбала. Одеваю, значит, штаны, опустошенные, комфортно, идем по лестнице. Я говорю: Баголь, сколько нужно денег для этого? Я же понимаю, что это вложение. Она говорит: слушай, надо минимум $50 000. Слушайте, по тем временам $50 000 – это $500 000. Это была такая огромная сумма, что в моей голове она как-то 50 000, это капец много.
И причем 50 тысяч хватит только на репертуар и только на одно видео, она мне сказала, примерно. И когда мы это все создавали, у нас с Баян Мақсатовной не было ни копейки денег. Баян Мақсатовна пошла к спонсору. Дай мне 3 дня. Найду деньги, буду продюсером твоим девочкам. Не найду, не буду. Вот как будто мне кто-то вот это положил вот сюда в рот, и мы возвращаемся в это кафе. Это была моя инициатива создать команду. Я тогда работала с Алуа Кунаровой. Алуа Кунарова хотела создать мальчиковую команду, а я как бы этого не чувствовала. Я говорю, давай девочек. Она говорит, а давай и девочек, и мальчиков. Мальчики ей нравились больше, то есть она как бы спец по мальчиковым командам определенно, да. Невозможно это говорить, что это не так. Это так и есть. А девочки, они были чуть-чуть в провисе. И она мне сказала, Алуа не хочет заниматься или не может заниматься, я уже не помню. Мы забираем от Алуи, потому что это мои девочки, это я их собрала и предложила Алуа. Вот. Ну, мне уже это сразу не понравилось, потому что, получается, они мне достались в наследство, да? Мы начали втроем, и, там буквально, может быть, где-то месяц, может, мы поработали, и потом Алуа сказала, давайте я буду мальчиками заниматься, а вы девочками, все. И у нас уже есть песня. На тот момент это была песня «Мама» Эдуарда Бергалеева. Я послушала песню, она мне не понравилась. Я ей сказала, мне не нравится эта песня. Она сказала, ты ничего не понимаешь. Короче, песня есть, она записана, и за нее уже оплачено. И, по-моему, мы вернули сумму Алуа. То есть юридически мы все вопросы закрылись с Алуа. Я с ней встретилась, она сказала, окей, как бы девчонки переходят к вам, у меня мальчишки. И вот так мы с ней очень полюбовно, очень интеллигентно разошлись. Получается, эта группа досталась мне в наследство. Жоба басталмай тұрып-ақ, болашақ солистер үлкен дайындықтан өтті. Музыкалық продюсер Бағым Мақсатқызы әрбір үміткерді мұқият іріктеп, арнайы резервтік база жасады. Вокалдық деңгей, талант пен талап, барлығы да талғампаз продюсердің қатаң бақылауында болды. Және әлі күнге дейін де солай. Расында, кез келген әнші кешу құрамына кездейсоқ емес, есептелген стратегиямен таңдалды. Я была не очень хорошим учеником у Баголи. Это было в 2006 году. Мне тогда было 21. Тогда я завершила свою работу стюардессой в нашей национальной компании «Растана». И у меня был такой некий отпуск. Я решила походить для себя на уроки вокала, на частные уроки вокала. И так сложилось, что друзья нашей семьи дали мне контакт преподавателя, и это была Баголя. Практически сразу доверилась. Это вот какое-то внутреннее чутье, интуиция, можно сказать. Мен өнер академиясында оқыдым. Сол жерде оқуға түскен кезде Суперстардан кейін Люция апай бір күн айтты, менің Бағым деген шәкіртім бар, осындай кастинг жасап жатыр, қыздардан құралған топ, сол жаққа бар деді. Мен бармайын деп өзімше болдым. Ол кісі енді қазір марқұм болып кетті. Жоқ, мен айтқанымды істейсің, мені тыңда, сен ол жерге барсаң, жаман болмайсың деп, мен айтқанымда мен үшін барасың деп, сосын мен осындай күні осындай жерге барасың деп Люция апай жібердім. Мен бардым, мен ол кезде Бағымды танымаймын, Алуа Қонарованы танымаймын. Енді біз Алматыға жаңадан келдік, біз жаңа Суперстардағы продюсерлерді ғана танимыз. Келген кезде сол екі кісі отырды. Шешін деді.
Алуа на протяжении всего этого времени не могла найти для нас спонсоров. Спонсоры, по ее словам, всегда девочек звали в сауну. Потом, в один из прекрасных дней, появляется Баян. О, я долго ждала этого момента. Первая встреча с Баян, да, помню. Это было на студии, нас познакомила Багуля, собрала девчонок, пришла Баян, мы познакомились. Для меня она тогда на меня произвела впечатление такой шикарной женщины, с такой большой теплой энергетикой. Ну, как бы она вот заходила в пространство, и ты сразу ощущала, что это какая-то большая масштабная личность. Баян приходит, на нас смотрит, нас слушает. Дайте мне шанс, дайте мне 3 дня. Если я за 3 дня не найду деньги, значит, я беспонтово пройдусь. Я не попросила шанс, потому что этот вопрос был уже решенный. Вот, я поговорила с девочками. Анеля зашла очень злая, очень недовольная, потому что она была под Алуа, и она, знаете, она была, вот от нее источала вот эта ненависть и злость. И она всегда говорила, а мама сказала так, а мама сказала вот так. Мама – это Алуа. А мама вот так бы не сделала, а мама вот так бы сделала. То есть, ну вот это, знаете, такая наглость. Она не хотела быть в этом составе, при этом продюсере. Знаете, у меня была такая каша в голове, и я думала, Алуа предала. Было больно. Но я помню, как она источала вот этот нервняк, знаете, так вот так. Мама так не говорила, мама так не делала. Я говорю, ну, Анель, давайте попробуем, да? И мне пришлось довериться Баян. Помимо этого, она еще и сестра Баголи. Да, ну как не довериться? Потому что деваться уже некуда. Надо было куда-то двигаться. Здесь приходит человек и говорит, дайте возможность, я найду. Буду говорить честно, когда я увидела этих девочек, меня не устроил их внешний вид. То есть девочки были совершенно не подготовлены к сцене, и я понимала, что мне предстоит большая работа. Для меня визуал – это номер 1. Все остальное вторично для меня, и до сих пор это так. Вот на тот момент точно не по красоте, не по росту, не по весу, а строго по вокальным данным. И именно первый состав, он не был подобран по, скажем, вкусу Баян, да? Меня не сильно волновало, как они поют, потому что это не моя вотчина. И мне нужно было все это вылезать. И когда я увидела девочек, я сказала, блин, с вами надо работать, да. Я когда увидела Молю, честно, она была не накрашена, ну, это было стрэндж для меня. Я думала, а что я с ней сделаю? То есть очень, очень маленькие глазки, чуть-чуть выдвинутая челюсть, слишком маленький нос, слишком маленький лоб, какие-то ушки такие у нее, такие вот, такие не классические, да. И я спросила у Багуля, а что я буду, ну, как бы с этим делать? И действительно, когда пришла Маша, визажист, когда она накрасила ее, она превратилась в абсолютную красавицу. Фирменный стиль кешью создавался командой, и в этом, конечно же, была самая главная концепция. Но у нас Баян, кстати, интересно так было, она никогда не ставила задачи. Самая такая для меня была фраза, над которой я потом хожу и думаю, тебе самой нравится? Вот от этой фразы я понимала, что что-то не так. То есть она меня никогда не критиковала, не говорила напрямую, что за ужас или что-то еще. Но вот это ее вопрос, тебе самой нравится, он меня возвращал к себе, к своему как бы восприятию. Смотрю, ну, блин, да, вообще-то хочется вот здесь вот там что-то поправить. И она говорит, сделай просто красиво. Во-первых, мне на тот момент уже было 32 года, я была большой девочкой. Я точно понимала, что такое идея, что такое задача, что такое концепция. Қазақ қыздарының әдемілігін көрсету бірінші мақсат деп ойлаймын. Қай жерде шықсын, қай мемлекетте шықсын, әдемі қыздар шығу керек. Сондықтан ол жағынан біздің кешьюдағы қыздардың барлығы бірінен бірі өткен сұлу. Бұл күнге дейін кешьюдің осы сахнаға шығып жүргендігі менің ойымша сол сұлу қыздардан жиналған дарынды қыздар. Сондықтан Баян Мақсатқызының бұл бастамасы бір шынында да бір үлкен бір батырлық.
Баян Мақсатқызы топты үлкен деңгейге шығару үшін кәсіпкер Сергей Александроұлымен кездесіп, оны сендірді. Нәтижесінде нақты бизнес жоспар құрылып, Зумрад, Анель және Мөлдірдің көптен күткен арманы орындалды. Нас об этом предупредили. Мы несколько дней готовились к этому. Мы спевались, распевались, делали постановки. И помню, тогда мы пошли в ночной клуб. Это не было ночью, это было днем, поэтому страшно нам не было вообще. Черт возьми, в жюри сидели. И я еще не помню, сколько человек. 1, 2, 3, наверное, человек 5-6 сидело. Выходит, значит, первая Анеля поет песню. Я думаю, нифига себе, ну реально классно поет. Потом дальше выходит Мульдер, и тоже хорошо поет. И дальше выходит Зумрад, и тоже классно поет. Но на этом не заканчивается. Он говорит, а теперь пусть втроем споют. Вот хочу втроем. Как они вот друг с другом коннектят. И они начинают петь втроем. Честно, я не помню, как мы выступили, как мы спели, потому что реально волновались. Было 0 эмоций, честно. И он мне говорит, окей, мне нравятся эти девочки, я думаю, у тебя получится, я дам тебе деньги, но для начала ты разработаешь мне бизнес-план. И он мне говорит, окей, я утверждаю твой бизнес-план, мы с тобой заключаемся, естественно, юристы, все это было подписано, договор. И первый транш, он говорит, я тебе буду выдавать траншами, сначала на это, сначала на это, сначала на это, в течение 3 месяцев. В течение 3 месяцев мы сделали кешью. Мы же еще долго думали название кешью. Вот. Думали, ковырялись. В какой-то день Баян такая что-то сидит со столом и говорит, а почему бы не кешью? Да, он типа дорогой, сытный, такой витаминизированный, красивый, вкусный. Вот, просто аббревиатура была такая кешью, а все такие кэш. А здесь просто орешки. Басында біз осыған қатты ызаланатынбыз. Енді көбінесе Анель екеуміз бірге болдық қой, 6 жылда 6 қыз ауысты бізде. Тұрақты екеуміз ғана жұмыс жасадық. Жүргізушілер бізді сахнаға хабарлап шығарған кезде сахнада кешуик тобы или кшью тобы деп неше түрлі нұсқаларын айтатын. Ашуланатынбыз, неге кешью деп қойды депші. Сүйген жүрек, өмірдегі тірек, күні түні соғар, саған бақыт тілеп. Бұл жай ғана кешью орехтің атына қойылды деген кезде сосын мен қыздардан қайтып сұрадым сол кезде. Девочки, вы же с кешью деп. Да. Ну, почему вас назвали кешью деп? А это орешки, дейді. Все так просто деп. Но они очень ярко вышли. Я их ни с кем не сравниваю. Я зову тебя ласково, ты ночами ясными, золотой. То есть если брать там какие-то другие группы, которые существовали, там группа FM, да, была, Гарем, был классный репертуар, красивые девчонки. Ну, петь они не умели, я, к сожалению, могу это честно сказать. То есть как коллектив, это действительно профессиональная команда поющих девчонок, не поющих трусиков, а поющих девчонок. И это не могло не радовать меня как человека, который в шоу-бизнесе в тот момент находился. У нас появился свой хореограф, у нас появился свой визажист, нас учили давать интервью, нас учили ходить, нас учили танцевать, и все мы это делали вместе. Контракт болды, барлығы сол стандартна ғой. Тұрмысқа шығуға болмайды, ішуге болмайды, анау болмайды, мынау болмайды, қыдыруға болмайды, жігітпен жүрге болмайды. Көп жақта талаптар көп болды. Единственное, что я помню, что нам не разрешали выступать, конечно, в других местах, там, допустим, в ресторанах, в каких-то выступлениях своих сторонних, да, от проекта. Образ, имидж, стиль барлығын нөлден жасалды. Әр костюм өнер туындысы, жеке концепция. Қымбат, сапалы, әрі заманауи. Продюсердің дизайнерлерге қойған талабы 20 жыл ішінде еш өзгермеді. До этого я брала интервью у Аиды Калменовой, и я была
настолько воодушевлена, что у нас в Казахстане есть такой человек, который придумывает такие костюмы. Но это просто офигеть. И тогда уже на тот момент я знала Курлан Нуркадилову, потому что, опять же, я брала у нее интервью. Тогда она была дизайнером, кутюрье она себя называла, номер 1 в Казахстане. И я сопоставила этих двоих человек, я говорю, я хочу 2 костюма в 2 разных образах. Нафига я это сделала, я не знаю. И нам сшила платье Курлан Нуркадилова. Кстати, была это единственная моя с ней работа. У меня с ней не произошел профессиональный коннект. Я пришла, и она не выслушала меня, что хочу я. Она сказала мне так: я дизайнер, и только я буду решать, как будут одеты девочки. Я не стала с ней спорить, подумала, ну хорошо, ты профессионал, я еще не профессионал. Она была очень ультимативна, авторитарна, потому что я такая же. То есть она меня отзеркалила. Да? Вот здесь мы не сошлись. И сейчас мы дружим, но не по работе. А с Аидой у нас всегда был диалог. Она не авторитарна. Поэтому мы с ней и в жизни дружим, и на работе дружим. Я помню до сих пор, как мы создали вместе с ней первый костюм для Кешью. Я тогда еще не была Аида Кауминова. Это потом, со временем, уже появился бренд Аида Кауминова. Тогда я была просто дизайнером. Она всегда очень внимательно, очень тонко, очень интеллигентно подходит к тому, что я делаю. Изначально Баян всегда приходит с идеей и говорит: у меня есть такая-то цель, такой-то проект, и я вижу это как-то вот так. Первая работа с Кешью началась с их первого клипа на песню «Мама». Все было в серебре, все летало, я помню, было красиво. Мы с тобой пропали оба, не нашли друг друга снова. По замкнутому кругу, мама, помоги мне, мама, помоги. Мама, и там такие костюмы были, ёшилы-маташилы, особенно у меня. Я была в такой, если вы посмотрите, красная такая сорочка, сука. Вот, а стринги. Угу. Перемена образа. Вот это был самый стрессовый для меня этап съемок, потому что вся съемочная группа ждет, время идет, аренда оборудования капает, и нужно очень быстро переделать мейкап. А так как там потом очень крупные планы, это же моя ответственность, я же не могу сделать тяп-ляп. Хотят, чтобы это было сделано за 5 минут, а на эту работу нужно хотя бы минут 20-30, ну, смотря какой сложности переделка. И вот это для меня всегда было такие: Мария, время, время. Но Баян всегда говорила, ну вот и для нее время отсутствует. Да, и мы делали то, что нам говорили, одевали то, что на нас надевали. Тогда время было свободолюбивое. Тогда короткая юбка была сровни с длинной юбкой. Это вообще не рассматривалось никак. Это было 20 лет назад. И я тогда вообще не думала о слове «уят», что это может быть уятом. Тогда это было требование времени. Все так ходили, все это носили. Поэтому я сейчас не понимаю вот этих девочек, которые дают интервью и говорят: Баян нас раздела. Я их не раздевала. Тогда время было такое. Любой проект – это вопрос моей репутации. И что бы я ни сделала, все говорят: это проект Баян. Вы мое лицо деп айтатын Баян. Жалпы енді Кешью тобының іргетасын қалау оңай болған жоқ. Оның барлығын біз көрдік. И у меня стоял вопрос вернуть $50 000. Это нелегко было на тот момент. Это сейчас $50 000 Кешью зарабатывает, там, я не знаю, за неделю. А тогда это были огромные деньги. И я год взяла, я не взяла месяц, я не взяла полгода. Я понимала, что мне нужно работать для этого. Ровно через год я вернула ему $50 000, потому что первый заказ у нас поступил недели через 3 после первого видео. Баян и Багуля, они большие профессионалы, и у нас была выстроенная такая дисциплина, уроки вокала, уроки хореографии. Там каждый день мы чем-то занимались, актерским мастерством. Максимальная задача, чтобы мы могли и танцевать, и петь. И это, конечно, сложно. Там, с гастроли на гастроли ты и поешь, и танцуешь на больших каблуках. Второе видео было «Пленник», где они в трусах в кожаных. Это мы, знаете, косили под Destiny's Child. Тогда они были номер 1. Ну, это мировой бренд, да, Destiny's Child, там, Бейонсе. Они тогда все время выходили в кожаных трусах, в кожаных бюстгальтерах. Ну, а что долго думать? Пошла, сшила такие же.
Это было очень дерзкое, очень смелое видео, называлось «Пленник». Они там порвали себе одно место, чтобы вытянуть все эти ноты, потому что это Destiny's Child. Вот. Но мы это сделали. Оно не залетело. Будить не сможет никто, ведь все другое это не то. И ты, сгорая рядом со мной, лишь тихо скажешь мне я. Наверное, это были самые наши открытые костюмы до сегодняшнего дня. В кожаных трусиках, кожаных лифчиках, в сапогах были такие моменты. Знаете, помещение маленькое, я не знаю, квадратов 10, например, клуб, да, стулья, сидят люди, и ты в этих трусах заходишь и делаешь эту еще долбанную постановку с песнями. Они смотрят на твою жопу, на твои сиськи, и все это рядом. Вот сейчас с Кешью они кайфуют, потому что, думаю, через такое они 100% не проходили, через что прошли мы. Маляде, тебе не надо думать, тебе надо просто петь. Думай, здесь я, деп баян сидетін. Ол кезде өзі қатысатын, өзі басқасында жүретін, костюмдердің барлығын өзі қадағалап, бәрі коллективно, бәріміз бірге жұмыс жасайтынбыз. Мы хотели девочек сделать популярными. Мы точно так же с Баян бились вообще, честно говоря, вслепую. Мы тогда только вот становление было наше на самом деле, да, как продюсеров, да, и поэтому мы, конечно, хотели продаваться, все это хотели, но у нас вообще было очень такое размытое понятие всего. Мы больше занимались творчеством, нежели там коммерцией. Если бы мы занимались коммерцией, мы бы монетки повесили на них вот такие, да, сделали бы там пару, таких песен, скажем так, как бы сказать, чтобы не обидеть. Не очень хороших песен, очень коммерческих, и туда-сюда они бы бедрами подвигали, и все, и можно собирать денежки, пожалуйста, можно собирать денежки просто под фонограмму попеть, можно даже не самим попеть. И тогда, кстати, очень много таких команд было. Какой-то известный журнал, то ли «7 нот», то ли там еще что-то, какой-то музыкальный журнал. Там прям на главной обложке было написано: Баян Есентаева выпустила очередные поющие трусы. И поющие трусы было вот так прям жирным шрифтом. Я на тот момент уже привыкла к хейту. То есть Баян такая, Баян сякая, эдакая. Меня это вообще никак не трогало, когда лично меня трогали. Меня и сейчас это не трогает. Меня это слово реально оскорбило, потому что мы занимались творчеством. Я сказала: я вам покажу поющие трусы. Күні-түн ұйықтамай кәдімгі жылап жүріп жұмыс істеп, әйтеуір күшті жетістікке жеттік деп ойлаймын мен сол кезде. Бір әнді кейде 3-4 күн жазатынбыз. Енді ол кезде жаспыз, тәжірибе жоқ. Поешь, вот репетиция, поешь, вот она сидит. Она все время вот так смотрит. Нет, чтобы там улыбнуться, да, и сказать: блин, девчонки, кайфно, молодцы. А она сделает вот эту бульдожью свою вот эту морду, да, извините. Нормально или ненормально, ты не понимаешь. То есть от нее дождаться похвалы, да, в принципе, как и от Баяна. Это вообще редкость. Все составы могут сказать, как они на меня обижались, какая я строгая, какая я злая женщина. Но я не делаю это для себя. Я учу их завтра, чтобы они стояли на сцене и пользовались моим мастерством. Когда они уже сейчас мастера, они могут помнить это, не помнить, какими они были, как они пели. Это уже на самом деле значения не имеет. По факту они все стоят на сцене и все хорошо поют. У нас была иерархия, у нас был босс, да, и мы молчали. Когда нас ругали, мы ревели, мы плакали, думали, за что и почему. Зачем? Зачем? Они кайфуют от этого? Может быть, где-то они и кайфовали, потому что нужно же показать, кто босс. Баян была босс и подчиненный. Я была с ними в дружеских отношениях достаточно. Но вы понимаете, невозможно сравнивать их образование и мое. Даже если мы почти ровесницы. Ну, не почти, между нами такая приличная разница. С кем-то 10 лет, с кем-то там 5 лет. Вот в серьезной музыке я с детства. Не просто 7-летнее музыкальное образование, хожу на сольфеджио или не хожу. Как бы я
росла в музыке, и у меня был опыт. Я работала и играла в оркестрах симфонических, камерных, да, там, в квартетах, в дуэтах. У меня классическое образование. Конечно, я понимала, что я делаю. Даже когда мне было 30 лет, я хорошо понимала, что я делаю и чем занимаюсь. Жалпы біздің қазақ эстрадамызға, жалпы қазақтың бағына бере салған адам ғой. Өзі консерваторияда оқып жүргеннен бастап талантты қыз, әсіресе жастарға ерінбей жүретін еңбекқор ұстаз, үлкен ұстаз деп айтар едім бағымды. У нас с Баян одинаковый музыкальный вкус. Нас раздражают абсолютно одинаковые песни и нравятся абсолютно одинаковые песни. Баянның бір ерекшелігі өзінің жасаған дүниелерінің барлығын осы қаншама бізде продюсерлер бар ғой енді бірінші болып бастайды. Ең негізгі қасиеті осы қыздар тобын шығаруы. Біз естідік Кешью деген топ құрылды деп. Ол кезде Мөлдір Әуелбекова болатын құрамында. Маған сол Анель өте ұнайды, бірақ білмеймін кейін кезде көрінбей кетті. Әрине қыздар менен жұмыс істеу оңай емес. Осы жылға дейін құрама өзгеріп, бірақ өзгергенде де ол қыздар өз жолын тауып кетті деп айтамын. Себебі әрқайсысы жеке өзінің шығармашылығымен кетті. Әрқайсының өзінің тыңдарманы бар. Кешью тобы біздің қазақ эстрадасында өзінің орны бар. Қай кезең болса да Кешью өзінің биігінен түскен жоқ деп айта аламын. Қазіргі қыздарда талантты деп айтар едім. Ешқайсысын бөліп жарғым демейді. Не бір әдемі талантты қыздар тауылады өздері. Сол сахнамыздың сәніне айналдырған сол Кешьюді ұстап тұрған осы бүкіл командаға мен ризамын. Кешью еркіндік емес, бұл үлкен мектеп, тіпті нағыз армия. Қыздар арнайы үймен қамтамасыз етіліп, күн сайын репетицияға қатысып, сабақтарын оқып, сонымен қатар тілшілерге сұхбат беруге де үлгеретін. Сахна сыртындағы темірдей тәртіп, қатаң келісім шарттар мен айыппұл жүйесі BM Production'ның бүгінге дейін өзгермейтін қағидасы. Тіпті макияж сабақтарының өзі әр детальге мән беретін продюсердің кәсіби талаптарының бір бөлігі. Узнаваемость была очень хорошая. Ты выходишь на большой стадион, на большую площадь, и публика тебя знает, принимает. И это максимально крутые эмоции, конечно. Были такие моменты, я даже не скажу, что это казусы, да, когда ты куда-то приезжаешь, и ты находишься не в городе, ты находишься где-то за городом, и где-то за городом стоит особняк, и ты туда приезжаешь, чтобы отработать, да, мероприятие, и понимаешь в конце мероприятия, что что-то здесь не так. Вот, туфли в руки, там где-то машина, ты там можешь тихоря перепрыгивать, бежать, прыгать в машину и сваливать. Бегите, бегите, қашып отыр, не үшін қашып отыр, сосын білмеймін ғой енді. Бегите, деп әйтеуір киімдерімізді алып қашқан күндеріміз болды. Были и ружья, были и побеги, были и нескромные предложения. Было это все. И в этот момент всегда Адик был рядом. И мы были командой. Адижан у нас такой был всегда супер компанейский человек, супер поддерживающий директор. С ним было всегда легко. Любые моменты, любые вопросы он мог закрыть, решить. Даже какие-то сложности там были, допустим, с заказчиками. Мне кажется, нам повезло с директором. Это было очень круто. Очень человечный, очень понимающий. С ним можно было поговорить не только о работе, но о каких-то своих жизненных моментах. Алғашқы танымалдылықпен бірге алғашқы өзгерістер орын алды. Құрам ауысып, Зумрат Гараева топтан кетті. Бірақ жоба тоқтамады. Керісінше жаңа кезең басталды. Бізген кеткен кезде қайтып кетеміз. Біз отырамыз, ішеміз, сөйлесеміз. Біз деген өзімізше жаңағы
келісеміз ғой, кетейік. Сосын анеля жоқ, мен кетпеймін деп. Онда Зумрат екеуміз кетеміз деп, екеуміз кетіп, сосын ақша жағынандай, мына жағынандай, маған жаңағы ашық киінген ұнамайды, маған там ақша жағы аз деп келісіп, онда келісілген түрде болатын дүние ғой. Сол себепті қаражат жағы да болды, иә. Мы старались, насколько это было возможно. Они получали зарплату, они получали проценты. Зарабатывали они, на мой взгляд, неплохо для того времени. Может быть, они хотели больше. Не знаю. Я сейчас не могу сказать, сколько на тот момент они зарабатывали. Я точно могу сказать, что их зарплата составляла $200. И не было ни одного месяца, чтобы они эту зарплату не получили. Через 2 года, если честно, я немного устала от гастрольной истории, от постоянных недосыпов, выступлений, переездов. И я приняла решение. Зумрат сказала одну фразу: «Я слишком самодостаточна». Это был такой первый для меня звонок того, что не стоит так сильно любить, по-человечески, сердцем и душой любить участниц. Я переспросила у нее, что значит самодостаточно. Она сказала: «Я отработала контракт, я хочу уйти в бизнес». Я спросила, почему. Она сказала: «Потому что я самодостаточна. Я не хочу петь на сцене и вилять жопой». И сказала: «Хорошо, окей». Зумрат уходит. Да, мне было обидно в тот момент. Мы хотели выпустить альбом. Я вот помню вот этот первый альбом. Единственный, кстати. Не то, чтобы меня там кошки страшно скребли. Такого не было. Но мне было обидно. Зумраттың орнына қателеспесем Аида келді. Сүгірдің термесінде Аида кетті да Найля келді. Иә. Бізде әр клипте бір қыз астыратын айтады. Я пришла именно в то время, когда должна была прийти, и ушла именно в то время, когда должна была. Все, что не делается, как говорится, к лучшему. Ну, Аиду надолго не хватило. Она у нас снялась только в клипе «Арманай» и исчезла. О, да. Далекий 2007 год. Мне тогда было 19 лет. Я поступила в Академию искусств на эстрадный вокал. И как-то в Академии распевалась в кабинете, и ко мне подошел Адельжан. Очень был светлым человеком, Иманда был совсем родным и близким. Вот. И вот он подошел ко мне и спросил: «Не хотите вы петь?» Интуитивно я согласилась на прослушивание. Маме звоню, я говорю: «Мама, тебе же нравится баян?» Я говорю: «Вот она, говорю, продюсирует, и группу создала, и меня приглашает поучаствовать в кастинге на прослушивание». Он говорит: давай, говорит, баян вообще мне нравится, она такая, говорит, видно по ней, говорит, такая сильная женщина и четко знает, что она делает». И на следующий день, получается, Баян Махсатовна, Багым Махсатовна, Адельжан, они вместе пришли в академию, прослушали меня и утвердили группу Кешью. Я когда пришла, уже была записана песня «Арманай», и я перепевала партии «Зумрат». И следом же уже началась подготовка к клипу «Арманай». Работа шла, в общем, нон-стопом. Отдыхать было некогда. Когда я услышала эту песню, я влюбилась в эту мелодию. Родион Тен написал ее. Она была настолько красивая. Кто сказал, пусть песню пишет папа, это была точно либо я, либо Багым. Это моя любимая песня из всего состава, из всех песен. Она, кстати, прошла не особо замеченной, к сожалению, к моему. Но это моя любимая песня. Эта песня не стала популярной, но она, знаете, для эстетов. Очень профессионально сделанная. Багым, конечно, она гений музыкального продюсирования. Она и сейчас звучит гениально. Мы с Аидой придумали вот эти костюмы, да, капюшоны. Черные платья одинаковые и белые платья одинаковые. Белое на белом, черное на черном. Это была моя идея. То есть песня была настолько самодостаточной, что я сказала Ляле, что я хочу, чтобы всю песню на протяжении от начала до конца был танец руками и телом. И вот это, наверное, единственное видео, когда все 4 минуты Кешью танцуют и поют в черных и в белых платьях. Очень концептуальное видео, оно было придумано мной.
Там даже в клипе мне чуть-чуть показывают. Я уже тогда ушла из группы, там уже, наверное, повырезали. Но именно вот эти вот маленькие кадры со мной меня помнят именно Кешью. А, вы же в Кешью пели. А, вы же Баян Мақсатовну играли. Я говорю, ну надо же, вот насколько это вот повлияло на мою жизнь. Жаңа құраммен халықаралық деңгейге шығу мақсаты қойылды. Осылайша новая волнаға дайындық басталды. В тот момент сделали «Әдемі қыз», «Карузо» и, если не ошибаюсь, «Сүгірдің термесі». Да. Помню даже как-то в гримерке мы сидим, перед нами 2 артиста, следующий наш номер. И у меня всегда в сумке есть конфетки, жвачки. Баян Мақсатовна, все мы сидим. И я на автомате беру мятную конфету. И тут такая реакция была очень жесткая со стороны Баян Мақсатовны. Первое замечание было, и резко отреагировала. Я просто чуть ли не проглотила эту конфету. И понимая, что сейчас через несколько номеров у нас выступление, к которому мы готовились очень долго, тщательно. И я просто встаю, выхожу отдельно для того, чтобы не расплакаться и чтобы голос вообще потом у меня не сел. Мы в тот день на кастинге выступили просто охуительно. Вот честно вам скажу, не на 100%. Баян, она сидела в зале. Баголя была с нами за кулисами. И мы говорим, Баголя, настрой нас, настрой. Мы так волновались. У нас дрожали руки, ноги. Она говорит, девочки, вы можете, вы сделаете. И мы пели посвящение Карузо. У нас была постановка, и мы расплакались. Все мы расплакались, когда пели посвящение Карузо. И чтобы не сбилось дыхание, мы закрыли глаза, чтобы вот эти слезы остановились, потому что это сложнейшая вещь. И мы спели весь материал офигительно. К сожалению, не прошли, хотя выступили просто на все 100%. Да, попытка оказалась пыткой. Я не знаю, зачем нам обосрался эта новая волна. Ну реально, тогда казалось, что вот если ты попадешь на новую волну, то все, жизнь твоя поменяется, что все, ты самый крутой на этом свете. И тогда я поняла, сколько грязи, сколько интриг, чтобы туда попасть, да, что туда невозможно попасть вообще, будучи просто талантливым. Невозможно. Ты должен обязательно иметь личные отношения, либо очень много денег. И мне очень неприятен этот проект для самой себя, потому что когда мы подготовились на 1000% и пришли на отборочные туры, там сидели представители новой волны, с которыми я там же зацепилась, да, тогда я была очень горячая, знаете, как вот сабля рубила все, что меня вот не устраивало. Баян притворилась журналисткой и спросила, по какой причине Кешью не прошли кастинг на новую волну. И что вы думаете? Эти гондоны сказали. Девочки вышли как профессионалы на сцену. Проверяйте по микрофону. А еще закрыли глаза. Аргумент. Почему Кешью не представляли Казахстан на новой волне? И вот это вот все свысока, мы с Москвы, мы тут решаем, мы тут все порешаем. Он стал говорить, типа, там, вы казахи, там, вот так, вы петь не умеете. А я просто спросила, по какой причине не прошли Кешью. И он мне начал тыкать. И я ему сказала, ты мне не тыкай. Ты тут у меня, на моей земле, у меня в гостях, и веди себя соответствующе. И на тот момент я вообще закрыла этот вопрос с новой волной. Ішкі бәсеке, эмоция, стресс, топ өмірінің ажырамас бөлігі еді. Өкінішке орай, Аида Смағұлова қыздардың қыспағына шыдамай топтан кетуге мәжбүр болады. С Анель у нас чуть-чуть вот были такие притирки. В принципе, уход, да, из группы, и это и есть вот это недопонимание с первого дня. То есть все время она прям... Сегодня Аида у нас мисс ритм. Сегодня... у Аиды, оказывается, веснушки есть. Все время ей хотелось как-то вот пощипать, да, вот посмотреть, может быть... Я не знаю, какие у нее были мотивы, но такое было. Со мной? Со мной конфликт? Анеля выжила ее? Зачем Анеля? Я даже не была в курсе.
Вот у меня, например, не произошел коннект с Камшат. Вот это я признаю. Перед съемками клипа у нас была, получается, в офисе репетиция. Стоит хореограф посередине, стоит Баян Махсатовна, еще пришли гости там с Hit TV, то есть много было людей. Стоит впереди хореограф, и мы стоим, и мы начинаем танцевать, в общем. И Анеля все время на меня смотрит. Аида, ты вот шаг не туда не сделал, Аида, ты вот так, Аида, ты вот так. Ну, то есть это все как бы фоном все время шло. Я говорю, Анеля, говорю, я знаю, стоит хореограф, если что-то не так, она мне ответит. Пожалуйста, смотрите прямо, и все. И гробовая тишина в офисе. Никто слова даже не сказал. А у меня это уже просто копилось. И в один момент я так вот сказала, ну, по чесноку все, но это было, наверное, жестко. Но они подставляли друг друга конкретно, конечно. Мы узнавали это через сколько-то лет, что на самом деле там была совершенно другая картина. Было такое, конечно, и не раз, и не два. Если мы будем говорить о конкуренции, то я думаю, в принципе, в женском мире сучки все друг друга не любят, да? И вот после вот этого момента, наверное, всем стало ясно, что мы не сработаемся. Может быть, молодая, зеленая, слабая девочка, наверное, так и восприняла какое-то мое замечание. Баян Махсатовна говорит, Аида, давайте, говорит, спросим у девочек, хотят они вообще с тобой работать или нет. Я говорю, ну хорошо. И тут, получается, Мольдер не знает, что сказать. Она стоит, говорит, ну, не знаю, на Баян Махсатовну смотрит. Как вы думаете, Баян Махсатовна? Говорит, я, говорит, у меня все нормально, я да. Это вы решаете, вам работать. Внутри должна быть сплоченность. Вы должны быть одной командой. Сейчас я этого не вижу. Давайте решайте. Мольдер не знает, что сказать. Анеля, нет. Мы, конечно, вот ловились на их утки, вот просто, потому что мы занимались с Баян там работой, там, творчеством, 5-е, 10-е, да, то есть мы не обращали внимания особо, что же там у них творится. Ну, вы же сами понимаете, что у женщин там 1 строчка и 5 подстрочек. Там сказала вот так, подумала вот так, подействовала вот так, в итоге итог вообще другой, да, из этого состоит женщина в целом. Уже чувствовался такой некий дискомфорт. И Мольдер говорит, ну, тогда и я тоже нет. Я просто ушла, захлопнула дверь. Аида очень воспитанная девочка. Я помню ее слезы, когда она пришла ко мне однажды, вся зареванная, и сказала, Баян Махсатовна, я больше не могу. Я больше не могу, мне очень плохо. Я говорю, тебя кто-то обижает? Она говорит, нет. Тебя девочки обижают? Она говорит, нет. Я говорю, скажи мне правду. Почему? Чего ты не можешь? Она говорит, я не выношу ваши требования. Я не соответствую уровню кешью. Я не дотягиваю уровню кешью. Хорошо? Не дотягиваешь, значит, не дотягиваешь. Это, твое решение. Я ее отпустила. Контракт – это же так бумажка на самом деле. Мне по контракту отступные дала только Акбутанур. И Сара еще какую-то часть заплатила, Амангильде. Потому что они ушли внеурочно. Следующая девочка, мне ее совершенно случайно порекомендовал Адильян. И он мне говорит, слушай, посмотри, у меня сестренка поет. На тот момент мне было 17,5 лет. Мне позвонили, меня пригласили на прослушивание. В тот день я вроде бы только спела песню. Я посмотрела на нее, она не совсем подходила под кешью, потому что она не классическая красавица, скажем так, да? У нее были такие вкусненькие кривовастенькие ножки, такие, знаете, модельные. И такое очень интересное модельное лицо. То есть не как я люблю такую классику, да, там маленький носик, губки бантиком, там, что все было как-то так правильно. Хотя первый состав, который мне попался, он тоже не был классик. То есть это по наследству мне досталось. Но она пела круто. Она пела, тогда была ее единственная, кажется, любимая певица Кристина Агилера. Она спела, у нее хорошие вокальные, крепкие такие данные. И у нее, кстати, очень большой потенциал был. Она его почему-то не использовала. Она бы получилась бы очень хорошей, крепкой певицей. И я показываю ее Баян Махсатовне, она говорит, все ништяк.
Пригласили меня и Ирке Эсмахан. Она тогда тоже пробовалась в солистке Кешью. Встретились вместе с солистками. На тот момент была Анеля и Моля. В общем, нас поставили троих рядом, как мы смотримся, не смотримся все вместе. Включили какую-то песню, посмотрели, как я двигаюсь вместе с ними. Потом на меня надели наряд. И следующая наша встреча уже была на пробный макияж. Это не моя идея была, это идея Баян была. Она говорит, давай сделаем терме. Хорошо, тогда вот этот терме вот в таком ритме. То есть паровоз всегда была она, не я. Моя задача, нужно было подобрать терме и посадить его на ритм. И я прослушала просто много терме, много. И в том числе и Сугурдин термис, который длится 3 часа. И я пробовала разные куски из этого взять. Вот это был самый такой кусок, который реально можно было посадить на ритм. Мне показалось, что мы не сможем сделать лучше, потому что интерпретация Кадрали Болманова, она была очень классная, очень наполненная, очень профессиональная. И тогда я ей сказала, зачем нам это нужно, эту песню исполняет Кадрали Болманов. Она сказала, я это сделаю по-другому, я знаю, как это сделать. Она будет на битах Майкла Джексона. Майкла Джексона все знают, что Баумах Сатана, да так же, как и я. Это наш кумир, мы с детства его слушаем, мы выросли на этой музыке. Стив Уандер, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Марайя Кэрри. И, ты помнишь, да, как они выходят в шляпе Майкла Джексона. Это туфли, это, опять же, черное на черном. Все очень концептуально. И тогда я пригласила Диму Коробецкого для того, чтобы он снял это видео. Он справился на все 100 на тот момент. И, кстати, это было очень дорогостоящее видео. Я потратила на него порядка $20 тысяч. Тогда это были несусветные деньги. Все снимали клипы за $2000. Реально, 2-3-5. Пожалуй, это первый клип группы Кешью, который подается в такой агрессивной, очень ритмичной манере. Подготовка к снятию клипа началась где-то в 7 утра. Мы собрались в 7 утра, нам вводили порядок. А съемки начались где-то примерно, наверное, в 12. На данный момент я даже не знаю, который сейчас час. Знаю, что, наверное, вечер уже. И мне очень непонятно, когда группы Кешью называют поющими девочками, поющими куколками, потому что совершенно не так. И, конечно, 5-е наше видео тому утверждение. И, конечно, не каждому герлс-бенду под силу спеть именно такой материал. А на тот момент графика, я не знаю, кто еще делал в графике, мы это сделали. Это было на 100% клип, который снят на зеленке. И это было первое дорогостоящее видео. Хотя первое видео тоже было дорогостоящее, «Мама», оно стоило $12 тысяч. Это было тоже очень дорого. Вообще у меня есть такой адет, да, такая привычка вкладывать большие деньги. На тот момент это были большие деньги, да, и я всегда знала, чем больше ты потратишь, тем больше ты получишь. То есть сначала не скупись, а потом получи. Это у меня природное. Есть деньги, надо их тратить, вкладывать. И Кешью – это дорогостоящий проект с самого начала. Мы взлетели. Мы стали сразу, в первой тройке. Она не просто группу создала, она создала бренд. По-настоящему бренд поп-женской индустрии. Имидж, маркетинг, сцена, драматургия, стиль. Все было выстроено прям вот системно, как нужно. Вы можете себе представить, это было 20 лет назад. И тогда, по сути, у нас не было таких крутых маркетологов, да, каких-то там тех же самых соцсетей. Было очень-очень-очень мало. Она превратила Кешью из коллектива в настоящее такое культурное явление. Вот на мой момент в Кешью у нас уже было 65 образов.
вообще абсолютно различных, каких только там не было. У нас была зарплата стабильная в месяц, вне зависимости от того, есть у нас выступление или нет выступления. Вот это как раз на те самые транспортные расходы, чтобы можно было в любой момент приехать в офис, позаниматься вокалом, позаниматься хореографией, вообще в целом просто встретиться. Kazakistan'a gidiyoruz. Cashew grubu alkışlarınızla. А мы приглашаем на эту сцену представительниц Республики Казахстан. Вокальное трио Cashew. Мы очень долго готовились, конечно, это не просто, да, типа решили в один день ее сделали и поехали также в Турцию. Мы очень готовились, отдельно шили костюмы, репетировали и съездили очень классно, очень запоминающийся тоже, да. Мы даже не могли пойти в столовую, пойти где-нибудь самсу купить. Поэтому мы ходили пешком. Мен менің арт жағында Киіз деген жер бар ғой. Сол жақта тұратым сестрамның үйінде. Мен 3 пересадкамен таңғы 5-те сабаққа келетім. Сөйтіп жүрген кезде мен тағы келіп айтып, мен тұратын жерім жоқ, мен қиналып кеттім деген кезде сол жаңадан квартираны офис қылып алды. Сол кезде сен осы жерде тұра бер деді. Бір матрас әкеп қойдым. Сосын азан мен пол жуатын кісі келген кезде, аба мен тұрасың, өзің түнімен жұмыс істегенсің ана студияда. Бәрін ана кісі келгенше ұялам ғой, енді ұяласың ғой. Бәрін азанмен тұрып алып шкафқа тығып ұялып отыратын бейт күтіп біреуге қалам екен деп. Офистің полын да жуа салатын мен жақсы көрдім сол офисті, сол топты, сол адамдарды. Қазір есіме түсіп тұр, сонымен ұмытып кетті ғой 20 жылдың ішінде, қызық. Кстати, мое самое первое выступление в составе Cashew было на центральном стадионе. Для меня это было очень-очень-очень волнительно. И вообще в целом мое пребывание в Cashew, это был такой первый, да, большой проект, который сразу транслировался на весь Казахстан. Какие только у нас площадки не были, какие только мероприятия не были, на которых мы выступали. Мне кажется, об этом вообще каждая девчонка, которая хочет петь, хочет быть певицей, мечтает. В другие города летали, и на частных самолетах летали. В общем, чего только не было. Наиля Зайтованың келуімен топтың бағыты өзгереді. Қазақ тіліндегі репертуар күшейіп, әдемі қыз, сүгірдің термесі секілді жаңа хиттер пайда болды. Халықаралық сахналар, жүлделер толыға түсті. Бірақ қыздар арасындағы кикілжіңдер күшеймесе, азая қоймады. Топ танымалдылықтың шыңына жеткен шақта тағы да ішкі конфликт, өзара қақтығыстар орын алып, нәтижесінде Найля триодан кетеді. Случается такое, на моих глазах, такое первое бабье царство, знаете, в интригах, в сплетнях, в ругани, в негативе. Ее реально булили Мольдер и Анеля. Они ее возненавидели. Боже мой! Есімде жоқ. Я, может быть, на нее наезжала насчет того, что она такая однобокая, потому что она безумно любила Агилеру, и она снимала только Агилеру, пела только Агилеру, вот это все. А так она была очень исполнительной. Бізде Найля кішкентай болды, еркек келді, оған ұрсып қоятынмын мысалы. Ондай болды, я. Один раз я помню от Молли было то, что она мне сказала, тебе не подходит эта тоналка. Ну вот реально, да, с критикой. Что типа вот ты вообще типа в этой тоналке такая а-ля там, типа там супер какой-то уставший, несвежий вид, что-то в этом роде. Всегда была какая-то срачка, драчка. Всегда вот они сидели по разные места, по разные кресла. Они не дружили. И вообще это большая редкость, когда Cashew дружит между собой. Это большая редкость. Честно, я бы вообще не хотела, чтобы на Илюша уходила. Лично мое мнение. Я бы вообще не хотела. Ну, не знаю. Может, я снова виновата, что на Илюша ушла. Как оказалось, в самом конце, оказывается, Мольдер меня с самого начала не взлюбила. Ренжіс қалдық біз, сосын қайттан кешірім сұрап, достастық, қайтер қыздар болғаннан кейін сондай бір жағдайлар болды. Ну, мы несколько раз встречались за все эти года на выступлениях совместных и вели себя как ни в чем не бывало, то есть как старые приятельницы, знакомые, да, которые были рады встрече друг друга. Ну, по крайней мере, я была рада видеть ее. Все-таки 3,5 года — это не 3 месяца, не 3 дня, да.
И как бы я ни говорила, девочки, вы единый организм, вот ты печень, ты почки, а ты сердце, и пока вы вот будете биться в разных ритмах, у нас не получится коннекта, у нас не получится команды. Они ее выжили, реально. Это я потом узнала. Я надеюсь, они рассказали это в своем интервью. Это чистая правда. Вообще в любом женском коллективе существуют сплетни, существуют интриги. И Кешью это преследует частенько. Бывают же события вот эти мелкие, да ты там, поругался, высказал критику. Зачем это хранить в себе? Ты выслушал, поставил оценку, сделал для себя галочку, откорректировал, в мусор вылил. Біз енді Анелямен құрбы болдық, өйткені біз ең ұзақ жұмыс жасадық бірге. Ауысып келіп кетіп жатқан қыздарға енді біз кейін үйреніп кеттік. У нее есть это лицемерие, но у нее очень такой своеобразный характер. То есть она там могла часто быть не в настроении, просто ее не трогали и все, нету настроения, и нету, и ладно, все окей. Она могла, сказать, типа, ой, все, типа, хочешь, я не хочу разговаривать, типа того, отстань, типа того. Это абсолютно нормально, не хочет человек разговаривать, окей, ладно, не разговаривай. Вот. Не стоит, наверное, всем очень сильно доверять. Я бы, наверное, вот так вот сказала. Баян с Богом, возможно. Нейля кетіп қалған кезде мені алды. Мен сол кезде Айдана екеуміз резервте болатынбыз Кешьюге келген. Бастапқыда Айдана екеуміз бір-бірімізге бір конкурент ретінде қарайтынбыз. Кім өтіп кетеді деген сияқты. Бір-бірімізге сұрақ қоямыз ғой, қайда екен? Бір топқа келіп едік, топ мына жақта не істеп, екеуміз де Кешьюге келгіміз келіп отыр ғой енді ар жағында. Сөйтеді де екеумізді де Баян алады. Бірақ Кешьюге емес, сол кезде іңкәр тобы болатын. Іңкәр тобына запас ретінде алды. Мен Shine Production'ға 2008 жылы келдім. Ол кезде кастинг «Ғашық жүрек» фильміне болып жатты. Мне очень они обе понравились. И я сказала, девочки, я вам не могу сейчас предложить ничего. Если вы хотите, оставайтесь в резерв. Тогда уже было понятие, что девочки уходят, и всегда нужен резерв. Всегда нужен резерв. Жылдар бойы дайындық үстінде болдым. Өйткені іңкәр тобындағы қыз да кетпей қалды, басқа топтарда да қыз әлі керек жоқ болды, сондықтан. Я была студенткой, они постоянно куда-то выезжали на выступление. Я просто была наблюдатель. Мен қарап жүретін, қайда барады, не істейді. Ты представляешь, что такое 2 года быть в небытие вообще? Ты просто приходишь в офис, просто учишь хореографию Кешью самостоятельно. Ты самостоятельно учишь репертуар Кешью самостоятельно, все 3 партии. И 2 года приходишь в офис. И ты ждешь, когда освободится вокальный зал, ты ждешь, когда освободится хореографический зал. И ты просто в резерве, ты никто тебя звать никак, ты просто приходишь, не знаешь, возьмут тебя или не возьмут. И вот они вдвоем ходили 2 года. Сөйтіп жүріп қой, мен үшін тарс, аспаннан салбырап түскендей, бүкіл іңкәрдің репертуарын білесің, бірақ сені Кешьюге алады да, и 3 күннің ішінде енді Кешьюдің әндерін жаттауын керексің. Понимаете, да? Өте аяқ асты мені шақырды, Нейля кеткен кезде. Нель мен Мөлдір, олар былай айтқанда ардагерлер ғой. Уже сол кезде мен барған кезде, уже сондай үлкен багажбен жүрген қыздар. А Камшат напоминала мне такую, знаете, сельскую учительницу. Моля даже была более современная. Слушайте, мы же не будем скрывать, что мы вначале встречаем по одежке, да, а потом мы встречаем уже потому, что внутри. Thank you. Короче, мы просто друг другу не понравились, вот и все. Я так считаю, энергетически. Я ей не говорила, что она мне не нравится, и она мне не говорила. Я вообще по натуре казах, который любит бешбармак, мясо, сурпу, айран, вот это все жирное, вот это все. И когда приходит девочка и начинает из себя строить
ну, приехавшая с Запада, вроде, ну, не вот такая, да, и начинает за столом себя строить такую элиту. Вилочку взяла, я это не ем и кушаю только травку. Ну, выбор, конечно, каждого. Но мне почему-то казалось, что она не настоящая. Честно. Ол құраммен бір жыл болдым. Как раз келдім, и бір айдан кейін біз Крымда өткен, қазір уже есімде жоқ, это было так давно. Сайысқа барып, бас жүлде алғанымыз болған, яғни бірінші орын алдық. Әдемі қыз әнімен. Бірден выступленияларға шығып кеттік. Халық кішке түсінбей жатты басында да, мен кім дегендей сияқты. На тот момент было очень важно выезжать на международные фестивали. Чтобы поднимать статус, чтобы утвердить свой статус, ты должен обязательно выезжать на какие-то международные проекты. Мы поехали на Восточный базар. И там мы дали жару. Это было офигительно. И там было интереснее, потому что в жюри сидело 12 представителей из разных стран. 12. Шили костюмы у Кауменовой. Офигительные костюмы, просто корона Тамирис, каменья, вот это все, орнаменты. Самые любимые наши костюмы. Во-первых, они были самые удобные, комфортные, блестящие, честно. Вот, и там мы бомбанули. И мы привезли место в Казахстан. Когда мы вышли на сцену, все было решено. Даже если бы этот конкурс был нечестный, это было бы too much. Согласно психологии, говорят, что это не здоровье. Доказывать кому-то, что ты крут. Но на тот момент мне хотелось сказать, что все, что делаем мы, должно быть лучшее. И меня эта фраза, она не покидала. Мы должны быть номер один, мы должны быть самыми востребованными, мы должны быть самыми красивыми, самыми модными, самыми креативными. Для меня это было очень важно. Әрине, топ болғаннан кейін әрқашанда бір жаңалық әкеліп отыру керек. Міндетті түрде деңгейін көтеріп отыру керек. Мен енді біздің қазақ эстрадасында осындай сұлу қыздардан құралған топ барына мен енді қуанамын, себебі бізде көбінесе ер балалардың тобы. Өзіңіз білесіз, сонау Досмұқасаннан бастап бүгінгі дейін ер балалар тобы келе жатыр. Рахат Лукум болды, Текила болды, Кешью болды, Гарем болды, сосын тағы бір топ болды қыздардың. Но Кешью басқаша болды. Хореография басқа қыздарда болды ма? Тек қана Даус Интернешналда бұлай қолдарымен қимылдатқаны болмаса, толықтай хореографтармен жұмыс жасаған Кешью тобы сияқты тек қана. Кәдімгідей шоу көретінбіз. Они танцуют все. Причем делают такое шоу. Все сложные какие-то движения делают. Я, если быть предельно откровенным, я на тот момент не могу сказать, что я много очень слушал наши группы казахстанские и пытался там разобраться, отличать. Этот этап для меня наступил немножко позже. И если вот совсем по-честному, для меня история Кешью началась для меня лично, именно когда появился состав Жанар Айдана Камшат. И я хочу сказать, что Баян, она удивительный человек. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки. Она же боец по своей натуре. Она человек, которая конкретно внесла свою лепту в развитие культуры нашей страны. Адема Кыс, вообще я хочу отдать 80% успеха Бағмақсатовне, потому что если бы не она, если бы не ее музыкальное образование и гиперталант, никакие деньги и никакой продюсер не сделает группу с 20-летним стажем без музыкального материала. Вообще певец – это прежде всего его песня. Нету другого определения. Нет песни, нет певца. Даже если у него мировой голос.
Адема Кыз, она так услышала эту песню, и она так сказала ее спеть до каждой нотки. И в исполнении Кешью, и в исполнении Мульдер. Когда мы выпускали версию Адемы Кыз сольную с Мульдер, там сидел папа на студии и записывал. И с Игорем Термисе было то же самое. Потому что в этом, ну, когда ты не силен, да, то есть уверен как бы, но не силен, не стыдно попросить помощи ни у кого. Не стыдно. Я до сих пор это делаю. Потому что результат главнее, чем твои собственные амбиции. Баян мен Бағымның әкелері үлкен өнерге қызмет еткен адам еді. Дыбыс жазу студиясында мен кішкентай кезімде Бозторғай деген өлеңді айтқан кезде сол кісі ғана менің 4-5 өлең бала дауысымды жазып баған екен. Оны мен кейін таза дауысты іздеп жүрген кезде сол ағамыз жазған деп Қазақфильм студиясында кішкентай кезімде жазып алып қалған екен. Жақсылығын айтайын деп отырмын бірінші әкесінің. Содан үйіне бардым Мақсұта. Мен баяғы кішкентай Мейрамбек балаңыз, сіз менің даусымды жазып қалыпсыз ғой, сол запись керек болып тұр маған деп. Еш жерде жазылмаған. Содан кейін барып, қазір деп Мейрамбек Беспаев деген көптеген адамдар жазған ғой, кісі әкесі. Сөйтіп менің кішкентай кезімдегі 4-5 даусымды мәдеп бере сол бірдеңе төлеуім керек болса, жоқ, жолың болсын деп беріп жіберген үлкен жақсылығы бар еді. Сол кезде білдім мен бұл кісі Баян мен Бағымның әкелері екенін. Соның үйінде көріп қалдым Баянды. Бағыммен біз енді консерваторияда қатар оқыдық. Институт қабырғасында жүрген кезде сол танысып, бірге араласып жүрген достарым еді. Ал енді Баянды сол үйінде бірінші рет көргем. Бірақ ол кезде Баянның аты шыққан, өйткені кинодан мәлім, жаңағы Махаббат станциясынан. Баян неғып жүр, Баян сөйтсем, Бағымның әпкесі екен Баян. Сол кездерде сол үйінде көргенім бар. Осыны атап өткім келді бүгін. Анасы қандай керемет адам. Бұл енді текті жерден шыққан қыздар ғой жалпы. Представляете, мне надо было научиться петь без акцента. Это было очень сложно. Думаете, я не хотела спеть партию Молли? Хотела, но я же осознаю, что... Блядь, Анеля, ты куда лезешь? Тебе еще учиться, и еще раз учиться. Я адекват в этом плане. Өзім лидер екенімді мен әрдайым білдім. Мен білдім, мен сездім, мен кейде онымен пайдаланатынмын. Всегда есть в группе лидер-вокал. Это нормально. Нормальная практика. Другой вопрос, что не всегда лидер-вокал справляется с треком. Я распределяю строчки, даже слово или фразу, или целый куплет даю тому, кто лучше звучит. Для меня это главная целостность самого произведения. Мне вообще все равно, что они думают, если честно. Я слышу продукт в целом. Песня должна звучать первый куплет вот такой, второй вот такой, припев вот такой, прихорус вот такой. А кто это споет, для меня значения не имеет. Для меня значение имеет, кто звучит. Сол кез маған сол бір жылдық қатты бір менен талапты күтті. Сондай бір қатты стресске кірдім деп айтайыншы. Жылап, сықтап мен. Сондықтан да мен жылдың соңына қарай айтқан кеткім келгенде содан да шығар. Өйткені шыннан да қиын болды. Камшат ушла, потому что она съебалась, когда нам надо было ехать на концерт. Показала характер. Вот. И ее убрали. Енді қазір қателеспесем, мен Болливудқа кетем, сол жақты бағындырам деп айтты ғой деймін қазір. Енді сондай нұсқасын естігем мен. Содан кейін ақыр сөйтіп кетті, содан кейін біз Анар екеуміз деп екеуміз қалдық.
оказывается мен Үндістанға бару керек екен, оказывается мен оқуға түсу керек екен ол жақта. Сондай бір армандарым бар екен. Баян Мақсатқызы, кешірім сұраймын, мен бірақ кетейін деп едім деп келдім ғой Баян Мақсатқызына. Бәрі білетін Баян Мақсатқызы ешқашанда адамның еркіндігін тежемейтін, қашанда өзіне таңдау жасауға мүмкіндік беретін, түсінігі өте мол, өте жүрегі кең кісі, продюсер. Сол кезде әрине айтты, Камшат, егер де сенің ондай армандарың болса, мен сені ұстамаймын әрине. Сол күні күндіз кеттім, сол күні түнде жылап Баянға қайтып звондадым. Мүмкіндік бар ма? Қайтадан топқа оралатын. Яғни мен бірден шешім қабылдадым, сенен кейін Айдана кел орныңа. Ол қыздың да үміті бар. Осы топтан күтетін. Мен оған қазір жүрегін жаралай алмаймын. Оған да мүмкіндік беремін деп, маған бәрін түсіндіріп, Камшат, көрейік давай. Алдағы уақытта көрейік деп мені тағы да әдемі шығарып салып қояды. Мен енді новенькиймін ғой. Кішкене сондай бір дедовщинаға ұқсас бір нәрселер болды. Шыны керек. Екеуі де енді бір-бірімен қанша жыл жұмыс істеп келген ғой енді. Кейбір жерлерде выступление нешеде болатынын айтпайды, там типа мен дайын емеспін, олар маған міне 15 минут қалғанда айтатын сондай кездер болды. Типа как хочешь, так и собирайся деген сияқты. Мен, в принципе, всегда дайынмын. Кешью тобы Түркия, Ресей, Қытай, Франция, Германия, Қырғызстан, Әзербайжан елдерінде де өнер көрсетіп, мәдени құбылысқа айналған сәтте Баян Мақсатқызы кино әлеміне қадам жасады. Ғашық жүрек фильмі жарық көріп, Мөлдір Әуелбекова басты рөлде актрисалық жаңа деңгейге шықты. Еске салайық, 20 жыл ішінде құрамға келген бірнеше қыз киноға түсіп, актрисалық қырларын да шыңдады. Тогда я была в глубочайшей творческой депрессии, потому что Кешью уже работали на всю катушку, и мне стало очень тесно в этих рамках жить. Я не понимала, что со мной происходит, мне 36 лет, мне стало так скучно, и я этот фильм придумала вот так вот. Просто я ехала в машине, и вот у меня эта мысль, как вот просто оттуда, все, фильм, до красной дорожки сложился. Я знала, о чем этот фильм и кто будет играть в главных ролях. Все, это будет Мульдыр и Мейрамбек Беспаев. И если Мейрамбек Беспаев не согласится, то этого фильма не будет. Я так сама себе сказала, потому что не было бы вот этого комбо и вот этого взрыва. Содан бір күні Баян маған бір кино түсірейін деп едім. Сен түскенін қалаймын деп. Айтқанда, ол продюсер қанша төлейін деп. Мен ештеңе төлемейсің, өйткені әкең маған жақсылық жасап еді. Мен соның қайтарымы болсын, мен былай ақ түсіп беремін саған деп. Біздің Ермек сондай бір қайырымды, мейірімді, жұмсақ, сондай барлығын ақталуым керек. Ей, не айтып отырсың өзің? Ұят бар ма өзіңде, жоқ па? Үлгіреміз дедік қой, үлгіреміз. Это, наверное, не моя мысль вовсе, это мне сверху пришло. Вот честно. Потому что я придумала сценарий фильма за минуту. И я уже знала, что это будет девочка из детдома, я знала, что я буду играть саму себя. Могу сделать звезду. Из кого угодно. Если, конечно, захочу. И что это будет первый фильм в Казахстане о шоу-бизнесе. Алдында резонанс тудырды бұл кино. Баян кино түсіріпті. Мейрамбек Бәленбай жылдан кейін қайтадан бір киноға түскен екен деп. Чудовище какое. Ақ көйлек қара камзол ай, белен буған ау. Что за чудовище, де? Енді әрине ол кісі ондай сөз айтпайды бізге өмірде. Прокатқа шыққаннан кейін көшеде көрген, әсіресе үлкен кісілер мені көрген кезде кәдімгі аяп, мені шынымен де сол сценарийге сеніп, мені жетім деп ойлап, мені құшақта басына сипайтын. Мейрамбек Беспаевпен дуэт айту деген, ол кісіге ғашық көзбен қарап маған қиын болды. Мен жалпы бір қызбен айтсам болды, екеуі қоса береді. Біздің өзі халық сондай емес пе табиғатында? Біреумен кетіп бара жатсаң, ойбай екеуі махаббат екен, жүреді екен дей салады. Біз енді осындай әңгіме болатын білдік. Жан едің қатарыңнан әдем олда. Саған не болды? Қаншама қарындастардың жұлдызын жақты Баян. Әрқайсысы өзінің бір биігінде өзінің орнын тапты сахнада. Все девочки из Кешью, практически 90%, в итоге стали актрисами. Потому что эти же фильмы снимала я, и этих же актрис брала я. Все они никогда не снимались в кино, они не являются актрисами профессиональными. И каждый фильм я придумала под каждую девочку.
под каждую. Под Камшат было придумано Тракташин Махабата, под Молю было придумано Хашик Журек 2, там под Ахбуту Нур было что-то еще придумано, про Жулдыс то что-то было еще придумано. Они все стали актрисами. Также я их продвигала на телевидении, они все и телеведущими потом стали. Когда кому-то нужна какая-то девочка, телеведущая или актриса, все куда сразу смотрят? Кто сейчас в Кешью? Или кто сейчас в BM Production? Или кто сейчас там в каком-то проекте BM Production, да, это и Казах.РО, и это другие составы, и третий, и пятый, у нас их было миллион составов, и других групп. И у всех кастинг-директоров направление, вектора смотрите там. BM Production'da мен осы өнердегі қыз балалар, арулар шыққан продюсерлік орталық деп айтар едім толықтай. Жұлдыздар фабрикасы. Атақтың салмағын бәрі бірдей көтере алмады. Жұлдыз ауруы, продюсер талаптарын елемеу, тәртіпке бағынбау алғашқы құрамның толық тарқауына негізгі себеп болды. Это была очень неприятная история, когда был уволен весь состав. Это была очень неприятная история, когда у девочек снесло крышу. В прямом смысле этого слова. Но я помню, что было утреннее интервью, на которое должна была пойти Мюльде, и она мне звонит и говорит: я не пойду на это интервью, у меня нет настроения. Можно я сама решу с журналистом, сама позвоню и сама все решу? И я в таком шоке. Я звоню Баян Максатовне, Баян Максатовна, здесь вот такой вот творится. То есть я разговаривала с девочками, до этого уже было понятно, говорю: девочки, что происходит вообще, что у нас такое творится? Мне казалось, что это, скорее всего, какая-то звездная болезнь, скорее всего. Ол кезде как раз ғашық жүрек шықты, менің танымалдылығым басымырақ болды, Анеляға қараған кезде. Әрине мен одан кейін жұлдыз аурумен ауырдым. Баян просто говорит: все, увольняй всех. Я вообще была в шоке. Они сидели втроем, у нас было большое собрание, директор, я, Бағым и 3 девочки. Ни хера не понимаем, что происходит вообще. Мы сидим, как монашки, на диванчике. Сидим. И начинается ругань между Адиком и Баян. На тот момент у нас был директор, который сказал, что Кешью – это моя команда, и они будут делать то, что я им скажу. Я честно опешила, и я переспросила, сказала: девочки, вы реально так считаете? И Анели сказала: да. И тогда я сказала фразу: пошли вон отсюда. Все 3. Адик психанул, хлопнул дверью и свалил. Мы сидим. Мы как тени сидим, послушно сидим. Айдана вообще, она же вообще зеленая, маленькая, она вообще такая. И Баян на нас смотрит и говорит: что сидите? Вон ваш босс ушел, пошли. Типа за ним валить. Анеля екеуміз бірге кеттік, иә. А Айдана осталась на кресле сидеть. Я сказала: Айдана, а ты почему не ушла? Она сказала: а я вообще здесь ни при чем. Все. Ол историяны көбісі білмейді негізі. Мен іште болған нәрсе, офиста ғана адамдар біледі. Я сижу, смотрю на Баголю, она смотрит на меня вот с такими слезами. Вот. Я не знала, кого мне жалеть в данный момент и как мне быть в данный момент. И я ушла домой, и у меня не было истерики. Я просто плакала от огромной обиды. Мен ойлаймын, енді ол Баянның балалар сияқты ғой. Өзі оларды ойлап тапты. Өзі оларды сахнаға шығарды, бірінші қадамын жасады. Жеке әншімен жұмыс істеген оңай, егер әнші дарынды болса. Ал енді топта ерекше бір бағдарлама жасау, ол қыздарды насихаттау, ол дегеніңіз үлкен ізденуді талап етеді. Мне казалось, что все, конец света, все. На этом все. Больше Кешью не будет, потому что лучше сделать невозможно. Вот это асықпа, жаным асықпа. Я хотела на тот состав этот трек. То есть у меня уже идея была, как это делается. Я даже девчонкам показывала: вот в таком ритме мы будем делать следующую вещь. И вот идея повисла в воздухе. Прямо перед их увольнением я видела их глаза. Глаза не горели. Вот прям я скажу слова одной из девочек, не хочу
говорить, кто из них, которая мне сказала: да мне, собственно, все равно, сколько вы на меня потратили. Господи, это так обидно. Вот прям реально обидно. По-человечески. Я уже не говорю даже по-продюсерски. И вот второй состав, он в моем душевном состоянии сделан из боли, из агрессии, из переживаний. Я была такая злая. Вот такая злая. Я просто говорила: хорошо, вы еще посмотрите who is who. И как это бывает. Я доброй была с первым составом, совершенно душевной. Они приходили ко мне домой, я им делала бешбармаки, делала там уточки, запекала и там готовила им, провожала на гастроли. Со вторым составом я уже этого не делала, ни с третьим, ни с 15-м вообще. Это была уже другая я, закрытая. Мне хотелось бы сказать всем девчонкам, которые работали со мной: жизненный опыт и время, они нас меняют, дают нам определенную огранку. И вот если я вдруг кого-то обидела, я прошу прощения. Блин, что такое? Я реально прошу прощения. Я люблю Кешу. Я всех вас люблю. Все. Мне сейчас нужно просто кое-что узнать у Ричи по поводу пошива костюма. Кстати, у нас есть свой небольшой цех. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь мы ушиваем, подшиваем наши многочисленные костюмы. Честно сказать, я задолбалась носить костюмы, потому что составы меняются, мы перешиваем, шьем новые. Я трачу огромное количество денег на это, особенно на перешивку плюсом. И поэтому мы подумали и решили, а что бы нам не купить 3 машинки, не сделать свой небольшой цех по ушиванию и перешиванию, а также по пошиву новых платьев. Ричи, Да. как дела? Все хорошо. Ричи, смотри, Да. у нас сейчас будет опять перешивка. Ага. Будем укорачивать, удлинять и так далее. Вот. А также большая-большая работа предстоит. Нам нужно шить 22 брючных костюма на Алтын Ханым. Хорошо. Сейчас мы занимаемся новым проектом. Ну, не новым старым проектом Алтын Ханым. У нас пошив костюмов, на которые мы тоже тратим огромные деньги. А зачем мы тратим огромные деньги, когда мы можем делать это сами? Поэтому мы это и сделаем сами. Это кому? Это Беркут Аиши. Переделаем. Ага, Беркут Аиша уже здесь переделывают. Прикол. Все, пойдемте. Они нам платят? Вот как ты думаешь, вторые голоса делать или не делать? Или не надо? Вот здесь? Октавы, да? Октаву. Это персональная студия для наших проектов. Чаще всего здесь бывает Кешью, и они, собственно, здесь. Ну и наша королева саунда Бау Мақсатовна. Это ее вотчина. Я тут, можно сказать, продолжение стола. Просто сижу и делаю вид, что я как-то в чем-то разбираюсь. Я с Бау Мақсатовной познакомился в 2009-м. Я тогда работал на студии с ребятами. Мы записывали с ней Ашу Матай. Вот, она продюсировала. В итоге в процессе я узнал, что у нее есть группа Кешью, что им нужны треки. Я показал пару демок, и ей понравилась одна песня, в итоге которую они выпустили. «Персона» называется. Песен записал только вот Эльдар. Ну и сейчас что пишем? Их со всеми составами еще. И переписывал еще 1000 раз, да. 1000 раз переписывал, потому что у нас репертуар-то есть, а с каждым новым составом приходится его перезаписывать. Это, конечно, очередная огромная работа. Ну, не моя. То есть я уже получаю по факту. Мне Бау Мақсатовна просто высылает. Вот это записали, вот это записали, вот это записали. Бау Мақсатовна вообще здесь живет. Это ее вторая квартира. Вот здесь все для нее практически сделано. Комфортабельно, да. Вот, чтобы диванчик был мягко для Бау Мақсатовны, чтобы креселко было мягко для Бау Мақсатовны. Все это звукорежиссеры выбирали для меня. Да, и реально так, когда мы строили эту студию, звукорежиссеры говорили, так, Бау Мақсатовне это кресло будет неудобно. Бау Мақсатовне
этот диван будет неудобен. То есть меня в этом списке вообще не было, никто обо мне не позаботился. Багым Максатовна на самом деле очень добрый человек, но если касается работы, когда девочка, если опоздала, то она уже получала втык, ну, по-нашему говорить. Вот. И не было снисхождения на там, самочувствие, на слабость какие-то. Нужно было работать на все 100. Я начинал работать с 2015 года. Состав Акбота, Жулдыз и Балжан. Они все были поющие, и с каждым составом, новым составом качество не ухудшалось и не улучшалось. И для каждого состава подбирался репертуар отдельно. Процесс записи песен кешью обычно долгий. Он самый долгий из всех остальных, скажем, проектов. Самое главное замечание, то, что не понимали с первого раза, что от них просят. То, что повторяешь, опять одна и та же ошибка, повторяешь заново, опять одна и та же ошибка, и тут уже, конечно, приходится покричать немножко. Я их очень понимаю, потому что я сам когда-то пел, и я всегда на записи был на их стороне, можно так сказать. Потому что когда давление старших профессионалов на тебя, у тебя внутри все переворачивается, и ты теряешься. Даже если на записи они чуть не дрались, после записи они всегда сидели, Багым Максатовна с девочками сидели, болтали, чай пили. Ну, я бы так сказал, что студия Кешью — это армия вокальной подготовки. Я помню один только случай, когда одна вокалистка заплакала, да. Не получалось что-то там исполнить, и только давление со стороны Багым помогало раскрыться. Да, Багым Максатовна реально кричит. Я не раз это наблюдала. В этот момент я вылетаю из студии, потому что я не чувствую себя комфортно, потому что я вообще не ругаю девочек. Ну, или крайне редко, я, наверное, могу вспомнить, даже не с вашим составом. Я хоть раз вас ругала, хоть раз. И я не конфликтую. Я просто сразу либо увольняю, либо штрафую. Когда Багым на тебя смотрит вот так, типа, ты что, не можешь? Конечно, можешь. Ты смотришь сразу, конечно, сейчас я спою. Уже там, ну, как бы без вариантов. Научить их петь было непросто. Мы иногда, я их записывала по 10-14 часов на студии. То, что я хочу, чтобы это звучало идеально, насколько это возможно, это правда. Студийный монстр — это тоже правда. Я хочу, чтобы на сцене стояли по возможности хорошо поющие люди. Когда мы видели этот результат, я была в шоке, что такое можно делать. Сол кезде записьтермен үшін өте үлкен стресспен өтетін. Бірақ шын айтайын ба, мен ойлаймын, әлі күнге шейін ештеңе өзгерген жоқ. Ну, один был случай, когда была очень нервная запись, не помню на какую песню, но Багым Максатовна сорвалась и на мне тоже. Хотя я ни при чем, я просто сижу, нажимаю кнопки и записываю процесс. И она настолько сильно разозлилась, что начала кричать и вот таким образом: «Я же говорю, вот этот дубль!» И ткнула монитором прям в монитор пальцем, и там немного повредился монитор. Вот это прям знаковое событие. Я очень строгая в работе, но я не умею ругаться по жизни. Там выходить и вот в скандал, вот это не моя тема. Я не умею этого делать, никогда не делаю. По сути, Багым — это музыкальное дыхание проекта. Багымның музыкалық стратегиясы, репертуардың өзі, она тонко чувствует звук, она тонко чувствует музыку. Она сама очень крутой вокалист. Она, по сути, как и я, знаете, такой аранжировщик, музыкант. Вот сейчас вот новая песня «Сама» называется. Это, конечно, «Туған жер». Это моя любимая песня из репертуара Кешью. Действительно, я очень люблю эту песню. Она гениальная. Песня «Қазақтың қыздары» — это тоже патриотика. «Рухты ару» — это тоже патриотика. И как раз я помню одну запись с Багым Максатовной. Мы писали очередную песню о любви к родине. Кажется, это была «Жулдыз» или «Акбота». И она уже была на взводе. И она на высоких тонах начала кричать в студии: «Ты знаешь, что такое любить родину? Ты знаешь, что такое любить родину?» Ей 18 лет. Ну, о чем идет речь? Она говорит: я не знаю, как мне сейчас петь. Представь горы, моря, океаны, представь и люби свою родину. Вот тогда я и вылетела, кстати.
песня «Туған жер» мне нравится своим развитием. То есть там все сделано классически правильно. Арман мен баян ханымдардың, бағымдардың, яғни бір-бірімен біреудің баласындай отырып сөйлесуі, олардың қалжыңдасуы тіптен, иә, осының барлығы шынайы шығып жатуы, яғни олардың бір-бірін терең танитындығы. Сол арқылы мен де солардың яғни бір жақын туыс сияқты өзім солай сезінетін. Яғни Арман марқұм егер тірі болғанда, осы мына кешудің 20 жылдығына біз бір қалай дейін, сол 20 жылдық кешудің тарихын, тағдырын, әншілердің келбетін көрсететін бір жақсы ән жазатын едік деп ойлаймын. Себебі біз олардың ішкі кухнясын, олардың ішкі дүниесін, олардың ән әлеміне қалай келді, қалай қалыптасты, қалай қарыштап бара жатыр, осының бәрін жақсы білеміз. Обычно, когда я разговариваю, Баймаксатовна поворачивается ко мне и говорит: можно потише, а можно вообще выйти из студии, вы мне мешаете работать. Очень нервно. В данный момент мешаете мне работать, вы со своими разговорами. Мы снимаем документальный фильм, поэтому мы сейчас... Ноту надо достать. Я удивляюсь вообще масштабу ее мышления. Знаете, она еще так делает, она заходит в студию и начинает она. У нее, знаете, происходит как медитация или сама с собой разговаривает, что-то начинает пальцами вот как будто по клавиатуре бить. И говорит, вот так вот мы споем. Ну вот я была невольным свидетелем, мы работаем, да, вместе. И у нее рождается действительно произведение. Каждая песня — это произведение. Но не стыдно показать никому. Пусть это будет слушатель наш местный, пусть мы поедем куда-нибудь за пределы, любой музыкант оценит этот уровень. Вот она такая. Бағым Мақсатовна, она очень творческая личность, очень чувственная, эмоциональная, поэтому и очень мелодичная, музыкальная. Здесь, конечно, вопросов быть не может. Под ее эгидой, я думаю, даже небольшие, маленькие способности девочек могли превратиться в какие-то огромные, глобальные вокальные данные. Бағым енді өз саласының маманы, яғни болашақты болжай алатын осындай бір қасиеттері бар деп ойлаймын. 20 жылдан бері олар көрермендерін жоғалтқан жоқ, тыңдармандарын жоғалтқан жоқ. Себебі олардың айтқан әндері актуальны, олардың айтқан әндері мына заманауи. Кешу тобы, яғни бұл өзінің шыққан биігінен түскен жоқ, яғни түспейді деп есептеймін. 2012 жыл. Кешу қайта құрылған сәт. 3 қыз, бірден, еске салайық. Кешудің қай құрамын, қай қызын алып қарасақ, барлығы үлкен кастингтен өтіп, мыңдаған үміткердің ішінен іріктелген солистер. Сондай үздік үштіктің бірі Айдана, Кәмшат және Жанар триосы. Бұл кезең топтың ең жарқын, ең табысты дәуірі. Мега-хиттер, авторлық әндер, үлкен концерттер толастамаған уақыт болатын. Бүгінде халық оларды алтын құрам атайды. У меня были две солистки, это была Айдана и это была Камшат. И я ломала голову, где взять третью, потому что у меня график был расписан. Как сделать так, чтобы не подвести никого? Это опять же репутационные риски. И я лежу ночью, и у меня, знаете, как молния. Жанар Дугалова. Кешудің алдында бізді екеумізді премьера дуэтін жасады Баян Мақсатқызы. Бірақ ол да бір ай созылды. Жанармен сол кезде таныстық. Я ее вызвала в офис и сказала: Жанар, я прошу тебя, я тебя очень прошу, пожалуйста, поработай какое-то время в составе Кешью. У Жанар, как обычно, ее вот эти слезы. Она говорит: в Кешью? Нет. Баян Мақсатовна, нет, я не могу, я не хочу, я сольная. Я говорю: Жанар, на полгода, я тебя умоляю, на полгода, я прошу тебя. Она сказала мне: хорошо, но только на полгода. Ей ничего не стоило выучить песни, ей ничего не стоило выучить хореографию. Она нереально гиперталантливая. Может быть, на грани гениальности. Да? И все, через 2 недели они выезжают на гастроли. Білмеймін, бір Жанар ол вообще басқа әлем. Жанарды түсіну үшін сол планетадан болу керек шығар. Кешудан выступление көбейіп кетсе, Жанар керісінше көңіл күйі болмай жүретін. Біз Айдан екеуміз күшті керемет болып жүреміз да. Енді выступление, қызық, ақша табасын. Видите, біз екеуміз көп болса, анда барсақ, а Жанар: нет, потише, пожалуйста, девочки, потише. Вот осындай болатын всегда.
ол продакшнға келген кезде топта я ән айтамын деді, бірақ соған қосымша жеке әншілігімді, жеке өнерімді де, шығармашылығымды да қатар алып жүрем деген шартпен келді ғой ол баста. Ол ылғи маған ренжитін. Сен маған келген тапсырысты қабылдамай қоясың, немесе сол күнге сен әдейі кешуға тапсырыс алып қоясың, содан кейін маған хабарласқан адамдарға жоқ деп айтасың деп ренжитін. Бірақ мен түсіндіріп айтатын оған енді, Жанар, кешір, сенің өзіңнің де телефоның мысалы жылдап ауыспайды. Анық тапсырыс беретін адам мен жоқ деген күннің өзінде саған шығатын еді ғой. Немесе Баян Мақсатқызының телефоны бар, Бақыт Мақсатқызының телефоны бар. Солардың біреуіне шығып тауып алатын еді ғой. Неге ренжи бересің маған деп бірнеше рет сондай бір сөзге келіп қалғанымыз бар. Она очень странный человек. То есть она приходит на съемки, ее может команда ждать 2-3 часа, и мы просто сидим и ждем, пока она будет готова. Она не получит тот мейкап, который она задумала, она не выйдет с гримерки. И каждый раз, вот не дадут мне мои ассистенты соврать, каждый раз говорю, я Дугалову больше приглашать не буду. Но когда она заходит на сцену, когда она начинает выступать, это как роды, знаете, у женщин. Ты забываешь о всех сложностях. И просто ты любишь этого ребенка. И ты забываешь о том, какая она вчера, вот 10 минут назад была. Она выходит просто дива. Она просто великолепная артистка. И ты плачешь от счастья, от этого звучания, от ее красоты. И прощается все. Дугалова. Мой фаворит. На мой взгляд, она гениальная. Вот прям со всеми ее прибамбасами, да, со всем ее характером, ну, по факту, да, она. Бағым Мақсатовна всегда давала ей задание, чтобы она написала какую-нибудь классную песню для Кешью, и она это делала. Сөзін әйгілі ақын Ринат Заитов ал әуенін Жанар Дұғалованың өзі жазыпты. Бұл кішкентай кезімнен жазып келе жатырмын әндерді. Кешью тобына бұл екінші ән. С удовольствием это делала. На тот момент я видела, что она прям горела. Горела группой, горела творчеством. И бізге көрсететін қыздар, вот такая песня, вот мы вот так будем делать. Бағым Мақсатовна сказала, біз былай істейміз. Жанарға жалпы кез келген рөлді берсең, болмаса бір тапсырма берсең, ол керемет алып шығатын адам ғой. Мейрамбек, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Сіз мені неге құттықтамайсыз? Құттықтаймын мен сені. Рахмет, знаете. Өзі еще әндері бар, композиторлығы бір төбе. Мен таң қалдырды ол қыз. Жанар выдает Асықпа через несколько дней. Бағым Мақсатовна полностью делает продюсирование, саунд-продюсирование. И все. Дальше идет эра золотого состава. Тізімнен таңға дейін көз салмай тұрдың үмітіңді үзбей. Алғаш көрген күннен кейін соңымнан жүрсің көлеңкемдей. Сенің маған махаббатың бара-бара жана-жана жалған болмай ма? Сенің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай ма? Ең алғашқы бірінші клип Асықпа ғой деймін, кажется, ең бірінші. Вот. Один из, как бы сказать, топовый даже сказать. Я могу, даже мне повезло, классно. Қиын, в первую очередь, Жанар 100%. Самый характер ёбнутый, странный у нее энергии. Но она ее понять тяжело. Я ее понимаю, потому что творчески я тоже очень гонимый человек. Она тоже творческая, она тоже гонимая. Ну, как объяснить, не знаю, но, может, связь болды біздің екеуміздің, түсінеміз бірімізді. А Лечи работает, Камшат, вот, она управляемая. Она умеет, я говорю, сыграть, вот она умеет нежно, сексуально, она вот этот моменты алып кетеді, тыңдайды жақсы. Ернар менің ең сүйікті режиссерлардың бірі ғой. Творческий, очень гибкий, очень смешной. Вот Айдана самая младшая, такое невинное,
Вот поймите, вот 3 девчонки, как классно было. Невинная девушка, есть Камчат, женственно, сексуально. И есть жанр странная. Понимаете? Вот энергия есть у них. Вот этот состав классно они сделали. Зарабатывали столько, что мы не знали, куда потратить деньги. Я помню, вот так мне приносят отчет за год, и там я вижу цифру $1,5 миллиона доход, минус расход. И вот это была эра такая. Аллаға шүкір біз жақсы таптық ақшаны, иә. Қатты оған көңіл күйім түспейді. Баян ешқашан да ақшасын аямайтын. Костюмге, клипке. Ну, сейчас смотришь, что вот эти вот корсеты, брюки. Слушайте, ну ни одна ниточка не торчит. Ничего не порвалось, ничего не... Тозып кеткен жоқ, все идеально. Бағым попросила Жанар написать песню. Такую очень агрессивную, очень ритмичную, в стиле кешью. И она пишет музыку «Казахтың қыздары». Бағым, конечно, все это положила на нереальные ритмы. И она говорит, я знаю, кто будет делать аранжировку к этой песне. Это будет Джоник. Я говорю, какой Джоник? Кто такой Джоник? И говорит, ну ладно, это мои дела. Этот Джоник сидит в Москве до сих пор и до сих пор нам делает аранжировки. Он стоит нереально дорого и нереально долго работает. Он аранжировку делает полгода. Представляете, полгода на аранжировку. И вот он выдает эту аранжировку «Казахтың қыздары». Это до сих пор остается главным гимном казахским девушкам. Сол кезде режиссердің қатты ұрысқаны есімде. Асқар Ұзабаев мені қатты боқтады. Мен әлі соны вспоминаю Асқар Ұзабаевты, как он на меня орал просто нереально. Говорил, какая я ужасная, безмозглая, как он говорил, неталантливая, ужас деп айғайлайтын. Почему? Потому что мен «Ғашық жүрек» сериалында жүргенде қазақ қыздары клипіне би дайындықта болатынмын. Соның бәрі бірге параллельно жасап жүргеннен кейін ол ойлайтын, неге сен сериалда болғаннан кейін сериалға беруің керексің деген сияқты. Қазақ қыздары просто, они действительно такие девчонки, которые на весь мир один трек так раскачали, что весь мир поет эту песню. Все казахи за рубежом поют эту песню. Мне нравится это смотреть, видеть, наблюдать. Мне нравится это слушать. То есть это касается всего, от аранжировки до пальчика девочки, которая заканчивает какое-то движение в хореографии. Это все очень гармонично, это очень важно для того, чтобы существовать долго. Тогда я уже работал на Hit TV, возглавлял его как генеральный продюсер. Я помню, как Баян пришла утром, не накрашенная, принесла клип «Казахтың қыздары». Присылает клип, говорит, вот возьмите в ротацию. Мы такие, все окей, оформляем, берем, а потом начинаем проверять, и мы видим, что в клипе, в монтаже есть ошибка. Там есть микроплан. Я помню, что Баян, скорее всего, этого не помнит, но наше первое несогласие, такой маленький, был спор, когда мы пытались доказать, что это непрофессионально, нужно микроплан убрать. Мы его видим, скорее всего, зритель тоже его видит, а Баян сказал, я ничего не буду делать, берите так. Вот. И этот состав, конечно, был революционный, но в доказательство даже были вот эти ток-шоу, где девочек ругали, говорили, кімсіңдер, өздеріңді қазақтың қыздары дейтіндей, мен қазақтың қызы, мен ондай емеспін, мен ашық киінбеймін, сендер сияқты. Кім берді сіздерге ондай құқықты менің атымнан сөйлеуге дейтіндей. Вот эти скандалы говорят о том, что произошло что-то важное. Во-первых, девочек больше стали слушать, и более обширная аудитория стала слушать. И вот, мне кажется, это важный момент в истории группы.
2013 жыл халықаралық гастрольдер, дипломатиялық фестивальдер, Париж және ақш сахнасында өткен концерттер, жанкүйерлер армиясы дүркіреп тұрған сәт. Бірақ табыс пен танымалдылықтың артында шаршау, стресс, депрессия да бар еді. У нас было 15 перелетов в неделю. Все, Айдана падает в обмороки, сердечные приступы, то и в самолете плохо, то и там плохо. И я говорю, так, быстро откачаем, быстро в больницу, быстро 3 дня капельницу, на следующей гастроли. Я не знаю, как они выжили. Организм просто не выдержал, и все. Турцияға барғанда да шоумен, Турцияда съемкалар болды, түсірілімдер. Сол кезде де тоже, я помню, Турцияда келе жатқан біздің самолетымыз артқа ұшуға мәжбүр болды. Өйткені менде қайтадан бір кислородный голодание болды ма, бір нәрсе болды. Әйтеуір менің денсаулығыммен связаны. Азат елімнің тарландарына ризамын мен. Дархандалымның арландарына ризамын мен. Ризамын, ризамын, ризамын мен. Ризамын, ризамын, ризамын мен. Ризамын, 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 ризамын. Ризамын, ризамын мен. Ризамын мен. Жанар жазып шыққан кезде әрбір атқан таңыма ризамын мен, әрбір батқан күніме ризамын мен. Ол жалпы мынандай философиялық ән болған. Өмірге өзінің ризашылығын білдіретін, тәубасын айтатын. Мен қадалып тұрып алдым. Баян Мақсатовна, нам нужна другая песня. Бізге қазір жігіттер туралы ән керек. Өйткені түрлі шараларда болып жүрміз. Барлығында дерлік 100% Ерболат Құдайбергеновтың жүрген кезі. Біздің жігіттерімен сол күні ақын Ринат Заитовқа хабарласып, Ринатынан сөзін өзгерту керек, жігіттер туралы жазу керек, басқа өйту керек, бүйту керек. Ананы естіген кезде ер адамдардың бәрі намыстанып, жігерленіп, рухтанып, кәдімгідей орнынан тұрып кетіп, бір батырлық іс-әрекетке баратындай болу керек деп. Сол Ринатты үгіттеп, екінші жағынан Жанарды үгіттеп, Жанармен бір ай сөйлеспей қойған. Ты авторскую задумку всю испортила деп. Бірақ десек те сол ән шықты. На тот момент я снимала сериал «Куляш» в Уральске. И как раз пришла эта песня, готовый трек. Я сказала, времени нет, привози девчонок сюда, в Уральск, здесь в степи снимем. А до этого я заказала костюмы у Аиды Кауменовой, эти знаменитые костюмы, которые потом весь шоу-бизнес одел на себя. Просто вот эти вот короны Хюррем Султан. По-моему, тогда еще Хюррем Султан даже не вышло. Еще не было этого сериала. Тогда со мной рядом был Ернар Нургалиев, он был монтажером сериала. Я ему сказала, Ернар, короче, я везу сюда 3 девчонок, сними мне клип. Быстро, дешево и здесь. Очень сильная женщина. Вообще, она не переживает. Даже, проблем было вообще андай не кипишует. Я со всеми продюсерами работала. Кто меня знает, всех продюсеров, у меня все женщины-продюсеры. Всех женщин, вот, она сильная. Мы снимаем в театре, в котором мы снимали «Куляш», на черном фоне. В одних костюмах, вот в этих сакских шапках. Кстати, я эту сакскую шапку увидела в музее. Я увидела эту шапку, сфотографировала ее, показала Аиде и сказала, сшей мне такую сакскую шапку. И вот эти 2 костюма они с собой привозят. Визажист жёг, дом жёг, сами красятся. Хорошо, что все девочки выученные, наученные красятся. Мама, я уже думала, что все, уже этих костюмов нету. До сих пор есть. Даже шифон не порвался. Бірде-бір тасы түспеген качество сағанда керемет, иә? Бізге неге Айдаханның осындай костюмдер ұнайды себебі қай қызға тігілмесін, оны мысалы мен кейін, мен немесе менің костюмды Диана кисін, құйып қойғандай өте жарасымды тұра қалады. Азат елімнің тарландарына ризамын мен. Дархандалымның арландарына ризамын мен. Мне очень нравились костюмы группы Кеши. Не видела ни одной другой такой группы. Прям всегда, как не увижу их, такие костюмы шикарные. Я думаю, все-таки сцена уважает артистов, как говорится, которые понимают, что такое сценический костюм. 2 жылға жуық шығармашылық жұмыстан соң Жанар Дұғалова топтан кетеді. Бұл өзгеріс эстрада әлеміне тағы бір жаңа есім қосылуына себепші болды. Ол Жұлдыз Өмірғали еді. Төбеден жай түскендей болды, я рас. Барлық адамдарға хабарласып, бізде осындай болып жатыр, өзгеріп жатыр құрам. Түсіністікпен қараңыздар, билеттері алынып тасталған.
бронь жасалып тасталған, үлкен іс-шараларда, афишаларында суреттері кетіп қалған. То есть оның бәрін өзгерту, бәрін ауыстыру сондай бір қиын процесс болған. Я знала, что он распадется. Я уже не помню, сколько лет он работал. Может быть, максимум 2 года. Потому что Жанар никогда не хотела быть в составе Кешью. Она и сейчас не присутствует в этом фильме. Потому что она не хочет вспоминать, я не знаю по какой причине, она не хочет говорить о том, что она когда-то была в Кешью. Пользуясь случаем, я хочу сказать, что это невозможно.